Можно сказать, все знают его Парвиз Америка. Он должен говорить иногда с клиентами, он должен быть во всем в теме. Рекомендуешь ли нашим ребятам поехать открывать там ресторан в Америку? Сервис, естественно, очень хромает. А сколько твое впечатление поменялся, когда ты приехал в Душанбе? Я там был, я всех прорекламировал за бесплатно. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. У нас очередной подкаст Хорика, где мы приглашаем интересных людей, говорим о сервисе, о ресторанах. Сегодня у нас особый гость, где мы должны начинать от слова «Эй, салам алейкум, мардум». И у нас сегодня в гостях Парвиз Ниози. Парвиз Ниози, как можно сказать, все знают его Парвиз Америка. Добро пожаловать к себе на родину. Мы тебя долго ждали, мы с тобой уже давно дружим. Наш подкаст, это подкаст для развития сервиса Таджикистана. Мы говорим о развитии сервиса в плане того, что мы за то, чтобы в Таджикистане развивался туризм. За тобой давно слежу я, можно сказать, уже лет 5 с локдауна мы с тобой уже дружим, да, заочно. И здесь мы встретились. Хшомади, Парвиз. Рамат, спасибо всем. Я очень признателен. Кстати, я слежу за вами. Я тоже удивился, когда Кайрахи меня пригласил на ресторан, на ваш подкаст. Я думаю, я же недавно приехал, сейчас буду говорить плохое о ресторанах. Не будешь плохой говорить. Мы тебя пригласили, во-первых, мы не будем врать своим зрителям. Во-первых, это хайп, ты популярный человек. Во-вторых, ты являешься лидером мнений между нашими соотечественниками. Ты по твоим контентам, по твоей образу жизни, ты всегда пытаешься всем помогать. И всем помогаешь. Много благодарных людей, те, которые ты где-то обустроил, чем-то помог, где-то ты в правильный путь повел, кому-то ты до сих пор помогаешь, благо на этом, надеюсь, ты не остановишься. Но мы пригласили для чего? Мы же говорим о нашем отрасли, наша отрасль, вообще подкаст Хорика, это Хорика гостиницы, рестораны, кейтеринги, обслуживание. Но у тебя есть свой взгляд, к тебе приходят многие ребята, те, которые там живут. Ты можешь нам рассказать разницу создания, как наши ребята там создают рестораны, да, как у них получается ресторан, разница между нашим сервисом и сервисом Америки. Я знаю, что ты кроме Америки еще какое-то время прожил в России, какое-то время ты был в Европе, изучал все это, и мы хотим твой взгляд как общественный деятель. Смотрите, я недавно встречался, я рекламировал нашего таджика из Самарканда. Он открыл свой бургер, X-бургер, по-моему, X2O бургер. Он находится в Бруклине. Шикарные бургеры, очень вкусно готовят стейки и все остальное. Но я когда с ним поговорил, я сказал, а почему здесь открыл? И ему кто-то посоветовал, Гуфакай Парвиз, я ошибся с точкой. Потому что в точке, в территории, где он открыл бургер свой, эта территория, он сказал, что там люди живут именно от копейки на копейку. У них все сформулировано, все по полкам. То есть, если у них зарплата $200 в день, то они оттуда $30 делят именно на еду. Приходят, один бургер вдвоем кушают. То есть бургер, здесь порция большая, а мы, азиаты, любим кушать мясо. И он сказал, если бы я эту точку открыл бы там где-то, где живут таджики, узбеки, я бы взлетел. Но он прав. Он послушал кого-то, кто неопытный в этой сфере. И попалась ему такая он потратил кучу денег. Вы сами знаете, построить ресторан, например, в Душанбе, я не знаю сколько, но в Америке это очень дорого. Поэтому многие люди стараются покупать старый бизнес и переделывать все. А у старого бизнеса что плохо, вы это знаете, это отзывы. И все люди будут думать, что, значит, не пошло, он имя поменял. Никто не будет говорить, что там повар поменялся или что-то другое, да? Это мое мнение, я не ресторатор. Ты занимался едой. До этого, когда ты уезжал, тоже ты занимался, поставлял общепит. У тебя был, опять-таки, твоя деятельность связана была с едой. Это путь, который ты совершил, можно сказать, свое путешествие сроком 8 лет.
Когда ты вернулся, насколько, на твой взгляд, поменялся само в Таджикистане сервис, рестораны, насколько оно поменялось, если можно сказать, процентное соотношение? Ресторанов очень много, ака. Я в основном сейчас сижу в Анзуре, там мой друг, руководитель, поэтому постоянно там сидим. Но там все шикарно. Я бы не сказал, что каждый этот ресторан доступен для всех. Он, ну да, он премиум класс, я не знаю, как у вас тут. Ну, средний, да. думаю, что не так уж оно высокое, Да, мы там но, тоже иногда да. бываем. А так был во многих ресторанах. Сервис, ака, если честно, очень хромает. Вот ты не был уже 8 лет, я хочу узнать твое то, мнение. что когда я уезжал, да? Когда ты уезжал, ты в то время тоже ходил по заведениям. Насколько поменялось оно? Виды еды очень больше стало. Разнообразные еда. А сервис, все одно и то же. Ничего не изменилось, ака. 8 лет назад как? 8 лет это очень долгий срок. Барой сейчас сравнение, потому что 8 лет тому назад мы там не было много ресторанов. Был Сим-Сим, был Мерве, куда мы постоянно ходили. Там, по-моему, где школа, 8-я школа была, там ресторан был на 2-м этаже. Были пиццерия недалеко от 1-й школы выше. Ну, такого, столько ресторанов тут не было. Вот сейчас ты мне не дашь соврать, сейчас наши соотечественники едут в Америку, и они открывают свое заведение, и их немало. Мы с тобой об этом говорили, наши зрители, наверное, не так уж в курсе. Мы рассказывали, я тебя просил, чтобы наших соотечественников, те, которые занимаются ресторанным бизнесом, чтобы ты со мной связал, чтобы мы с ними говорили. Да, у меня есть. Но самое интересное, что за феномен у них, вот они едут в Америку или едут в другие страны, открывают ресторан, у них получается. А почему у нас не получается вот именно с сервисом? Или ты считаешь, что и там у них сервис хромает, люди идут по накатанному, по привычку? В вашей деятельности надо как-то научить людей ставить отзывы. В Америке я многих вижу, американцы заходят, читают звездочки, смотрят по Гуглу звездочки, отзывы, вот это все. Как вот эту политику надо здесь тоже поставить, чтобы люди ставили отзывы, честные отзывы. Такого я тут не увидел. В Америке, например, когда я не видел таджика, который приехал, открыл с нуля ресторан. Это очень дорого, это очень долго занимает. Например, просто построить там вытяжки, вот ты потратишь кучу денег. Это очень дорого в Америке. Чтобы соответствовать стандартам Америки. У них есть какие-то там шаблоны, которые ты должен ставить. Да, именно в Нью-Йорке. В других штатах, я знаю, есть Зафар, у него свой ресторан, Иран. Но он в Техасе, я у него был, очень вкусно готовит. Вот я не знаю, он с нуля открыл или нет, но у него очень шикарно. Я был у него в основном аудитория иранцы. Я вам говорил, я вас познакомлю со многими таджиками, у кого есть свои рестораны. А с кем я встречался от наших таджиков, кто в Нью-Йорке, у них в основном они покупают другие рестораны, которые закрылись. Сейчас, например, и они вот трудно поднимаются, да? Ну, не очень трудно. Им вот не хватает привлечения вот этой аудитории. Все думают, что там был ресторан А, сейчас есть ресторан Б, и люди боятся туда идти. Думают, тот же руководитель просто имя поменял. Но это не так. А есть ли в Америке такая точка, где собираются наши соотечественники, и считается, оно будет ассоциироваться, это заведение, с нашим вот культурой, этникой? Я в Бруклине живу среди самаркандцев, среди узбекистанцев, самаркандцев. Они, вы знаете, они волки в этом. И вот ресторан, который Таджикистан, ресторан, вот, который вот ты, заходя в это, ты ощущаешь какие-то свои вот себя ощущаешь, вот как будто ты у себя на родине. Нет. Есть один караван, но он тоже, там, видите, у них еда очень тоже вкусная, повара постоянно меняются. Сейчас взяла наша соотечественница, Апашка, которая нам постоянно курутоп готовит. Но так, чтобы пойти в какой-нибудь ресторан, сесть, например, и почувствовать себя в Таджикистане, такого чувства я долго еще не видел. Но я был в Филадельфии, там был ресторан, Бубоджон открыл. Вот там я почувствовал себя как в Таджикистане, потому что все наше национальное. Там атлас, токика шел, девушки переодетые на таджикскую. Я там почувствовал себя как в Таджикистане. А так в Нью-Йорке вот этого вот не хватает. А вот ты стал популярным среди наших соотечественников, ты им помогаешь добром, это мало кто, у кого есть такие полезные контенты, как у тебя. Опять-таки у нас будут спрашивать, почему Парвиз, Хорика подкаст, здесь должен я сам тоже быть, был в шоке. Здесь должны быть эксперты, те, которые знают о ресторанах, но из-за того, что ты
позитивный, и с другой стороны не буду врать, что этот контент будет иметь, опять-таки, своих посетителей, какие-то лиды мы тоже возьмем от этого контента, но с другой стороны я хотел узнать твой взгляд, потому как ты общественный деятель, уже в последнее время ты едешь, обсуждаешь и оцениваешь заведения. На какой экспертность ты надеешься? Или это твоя личность? Не, это просто вот друг попросил. У меня такого, честно, я по гостиницам не хожу давно, лет 10-12. Сейчас, если по гостиницам пройдете, я вообще не знаю. И что-то вам сейчас сказать, это, конечно, будет бехурмати, но хурмати мешает, да? Ваш контент, я постоянно смотрю, наблюдаю за вами. В основном идет про рестораны, про и гостиницы. Если я сейчас что-то скажу, это чисто будет неуважение к экспертам. Потому что у них свой взгляд. А я человек, который... Меня приглашают в любой ресторан, я иду кушаю. У меня нет такого характера, чтобы сказать, это плохо. Вот это тут невкусно, тут вкусно, как некоторые блогеры. Да? У меня такого нет. Я добрый, я ко всему смотрю позитивно. Между прочим, я сейчас читаю книгу, там как раз говорится, что наш пророк никогда не осуждал еду. Это для него никто еще не видел и не слышал об этом. Это хорошее качество всегда считается, но я тоже всегда считаю себя экспертом, но никак не могу ехать где-нибудь осудить. Да? Я могу сказать, как улучшить, а насколько плохо, не могу сказать. Почему? Потому что у каждого есть вкус. Это сложно сказать. Что главное для тебя, когда ты посещаешь заведение? Сервис, еда или атмосфера? Сервис. Сервис. Сервис, вот как тебя обслуживают. Номер один, по-моему. Вот ты стал за последние 5-6 лет популярным человеком. Насколько поменялся отношение вот к тебе, наши людей, те, которые занимаются сервисом? Насколько оно поменялось по твоим ощущениям, да, Паш? И ты можешь сказать, если бы ты не занимался блогерством, такие же встречи были бы здесь или нет? Не, я не думаю, что были бы такие встречи. Единственное, если бы мой круг общения, друзья бы просто пригласили бы, чтобы я им что-то рассказал про Америку. Как по-любому кто-то хочет попасть в Америку и среди друзей. А такой популярности, если честно, я сам сейчас в шоке. Я иногда боюсь по улицам ходить. Этот приглашает, тот приглашает по дороге. Там вопросы задают, тут вопросы задают. Ну, понятно, люди хотят что-то знать. Я тоже согласен. Я даже нашим друзьям сказал, давайте организуем какую-нибудь фан-встречу, чтобы все пришли, чтобы я разом всем ответил. А так по улице держат, приглашают сюда, ресторан даже. Я вот недавно был в МРВ, сидели, принесли там фрукты. В другом ресторане были, принесли фрукты. И я не знаю, как их отблагодарить, да, как представляете. Я вот смотрю и делаю сторис, и с одной стороны считаю себя виновным в этом. Якобы я делаю какое-то одолжение. Это очень-очень плохо. Я лучше вот приду, просто тупо их прорекламирую и буду кушать, буду платить. Мне самому неудобно. Как отблагодарить их? Потому что многие знают, моя реклама, она бесплатная. Многие знают. Ну, редко я иногда беру. Я вижу, когда... Давайте сделаем так, чтобы было правильно. Я рекламы, которые в Америке компании новые открываются, я их рекламирую, но я им сразу говорю, ребят, мне деньги не платите. Вот придет время, когда таджики соберутся, когда комьюнити будет при встречах таджиков или там праздники какие-нибудь, я к вам обращусь, и вы от души, сколько от меня заработали, вот от моей эффективность моей рекламы, вы отблагодарите меня за рекламу, и все. А такого, чтобы нагло сказать, нет, я тебя не... Вот такого нету, редко. Я даже вот недавно вы меня приглашали на экспо. Первый экспо по туризму и по-моему, по туризму в основном было. Я там был. Я всех прорекламировал за бесплатно. То есть мне самому неудобно. Вот я знаю, что я ничего не делаю. Если бы я был в Таджикистане, потому что, в Америке все знают, у меня бизнес, алхамдулилля, я очень успешный, у меня работа идет очень удачно, деньги есть, я не жалуюсь, что у меня там плохо. И машина есть, все есть. Поэтому, если бы вдруг я был в Душанбе, может быть, у меня была бы другая позиция. Я бы брал деньги. А ты видишь вообще себя в ближайшие 5 лет в Душанбе? Да. Ты хочешь здесь обосноваться? Вот смотри, ты сейчас занимаешься, опять-таки, ты являешься иммиграционным экспертом, да? Консультируешь людей, ты где-то там помогаешь. Не бывает ли у тебя страх как специалиста, могу ли я иногда там неправильно посоветовать?
Не, я юридические советы не даю. Нет, вот ты хочешь, не хочешь, ты стал уже общественным достоянием. Ты уже хочешь, не хочешь, тебя прислушивается. Не бывает ли иногда у тебя вот эти, ты сидишь и думаешь, а вдруг я ошибаюсь? Не. Я Сначала- потому что даю факты. Я говорю по фактам. Я не беру, не читаю там в интернете. Я ребятам говорю, были случаи из 10, что вот так было. Но Потому также что вот очень ты, много ты к нам представь, вот, обращаются. экспертность не бывает в одном. Экспертность, она вырабатывается во всем. Рекомендуешь ли нашим ребятам поехать открывать там ресторан в Америку? Конечно. Насколько 100%. это вот удачная идея? Именно по идее ресторанам, только вот я как приехал в Таджикистан, ко мне обратились ребята, ищут ресторан. Мы уже нашли пару мест, я им показал фотографии, но они думают. А недавно приезжали ребята, которым мы тоже ездили, смотрели места, показывали места, чтобы открывали бизнес. Америка открыта для любого бизнеса. А нельзя ли вот сделать обратное? Вот привлечь оттуда экспертов, чтобы они здесь открывали, чтобы для развития нашего направления туризма? Давайте скажу честно, я приехал сюда именно по приглашению Улима, потом, ну, родители, конечно. И у меня очень близкий друг здесь открывает больницу. Иншаллах, скоро они откроют больницу. Я с ними, когда разговаривал, они сказали, что будет очень хорошая зарплата. И проект номер один, то, что я сейчас с ними договариваюсь, будет, скорее всего, Бозгаш Баватан. И это возвращение на родину. И это будет сфокусировано на врачах, на врачи, которые уехали за Таджикистан, опытные профессионалы, чтобы их привлечь обратно приехать в Таджикистан. Это очень крутой вклад. Это, Мы об этом, да, если мы помнишь, уже говорили, по-моему, с вами. говорили 20 где во время локдауна. Можно ли, ну, вот как специалист, а тот, который помогает нашим соотечественникам в Америке, есть к тебе обратятся наши коллеги, скажут, Парвиз Джон, салам алейкум, Парвиз, вот мы хотим открыть ресторан, ты не можешь нам помочь с экспертами или найти людей, те, которые можно привлечь здесь на работу? Если обратятся, конечно. У меня контакты есть в Таджикистане. Вот я приехал, каждый день знакомлюсь с какими-то влиятельными людьми. Друзья, коллеги, вот опять-таки, если вообще я считаю, что уже давно пора нам приглашать экспертов международного класса, и у нас есть, благо, есть такие люди, как Парвиз во всех странах, те, которые они уже стали успешными, стали лидерами своего мнения и лидерами общественных мнений. Надеюсь, если какие-то вопросы будут, именно привлечение каких-то экспертов в плане ресторанов и отельного бизнеса, Да, может, спокойно. надеюсь, что он будет помогать. Для нас это очень важно. Опять-таки, наш контент, наш подкаст, это подкаст о ресторанах, о развитии нашего сервиса Таджикистана. Что бы ты порекомендовал? Вот у нас есть проблема, все знают, я просто подтолкну к этому ответу. У нас есть проблема именно управляющим составом. Что бы ты порекомендовал своим видением? Ты же видел все равно в других странах, как развивались ресторанный бизнес. Что бы ты порекомендовал управляющим? Что они должны сделать, чтобы у них более-менее сервис начал развиваться? Они в первую очередь должны спуститься, вот это понятие «я управляю», это уже не так. В Америке управляющий иногда спускается, работает вместе с официантами. Управляющий это не говорит о том, что он управляющий. Хорошо, кто-то открыл на свои деньги ресторан, ставит туда управляющего. Но потом со временем управляющий начинает себя чувствовать как оунер, как собственник этого ресторана. Он должен спускаться, он должен говорить иногда с клиентами, он должен быть во всем в теме, он должен все читать. Идешь, знаете, у официантов страх, такой страх, Мегиабур, менеджера позови, она аж трясется. В Америке, когда говоришь, позовите мне супервайзера, это уже серьезно. Но до вот этого уровня они не доводят. Они стараются это все решить вот мирно, улыбчиво, вот этими. Даже менеджер, когда приходит, она обязательно ругает. Не при тебе, а потом она как-то внутри ругает. А в Таджикистане
Я вот заметил, что управляющий, он чувствует себя как управляющий, понимаете? Управляющий жизнью. Да, то есть он даже по походке, да, ты должен спуститься на тот же уровень. Или там, я не знаю, по-моему, надо ставить... Я вот как работал в Маколе, знаете, мы сначала давали фиксированную зарплату, а потом переделали эту фиксированную зарплату на процентные отношения. То есть от прибыли. Вот надо вот так как-то. По-моему, это мое чисто сугубое мнение. Сейчас, может, бизнес-аналитики начнут хаять. Но мое мнение, от фиксированной зарплаты переходить на другое. На уровень процентный. Например, вот смотрите, элементарно, давайте приведем пример. Машина, да? Вы покупаете машину или вы арендуете машину. Вот. Отдаем вам 2 машины. Одну в аренду, которую вы берете на аренде, пользуетесь, а вторая, как бы вы выкупываете машину, которым будете вы больше дорожить. Вот ты сейчас сказал, как ты приехал. Если помнишь, мы с тобой говорили, давайте мы сделаем с тобой подкаст. Я сказал, ты сначала походи по ресторанам, оценивай. Я же не успела. Ну, ты уже думаешь, что тебя часто приглашают, но ты уже видишь, как потребитель, как подходит, как это делает. Вот твоя оценка вот в плане того, вот ты же в Америке все равно бываешь, там, премиум классах, средних кафешках, там, низким сегментом, да, насколько ты можешь оценить, ты был у нас вот в премиум классах, ты сейчас считаешь, что Анзор это премиум класс? Я еще не был на таких топовых. Я был в МРВ, я ходил с Бамазахурак. Люди к нам относятся как блогеры, понимаете? Манас, например, я блогер, который приехал на родину через 8 лет. Ко мне относятся. Через месяца 2-3 ко мне будут относиться так же, как и ко всем блогерам. Мы таджики гостеприимный народ. Есть. Меня не было 8 лет, и когда меня видят, они прям как гость, не как таджика, а как гость меня принимают. О, какой парвиз. И моя мать тот же сон, я тоже. Не, мы все равно изначально мы с тобой сказали, мы теперь будем считать как туриста, почему? Потому что месяц ты здесь как турист. Ты в гостях. 5 лет больше тебя не было, ты в хиджрате был, значит, когда ты вернулся, месяц ты в гостях, все равно мы тебя считаем как туриста, тот, который ездил по странам и пришел. Насколько твое впечатление поменялся, когда ты приехал в Душанбе? Что ты ожидал и что ты увидел? Нет, Душанбе, он изменился конкретно. Я даже машину взял, я перепутал улицы. Человек, который родился в Душанбе, я перепутал улицы. Мне сказали приехать в таможню, я запутался. Заехал через текстиль, потерялся. А по поводу ресторанов, гостиниц, я проезжаю мимо всех гостиниц. Я не был еще ни разу в Душанбе в гостиницах, но по выставке я понял, что там уже сервис, там уже есть альтернатива, там есть конкуренция. Самое главное в бизнесе – это конкуренция. Когда нету конкуренции, бизнес, можно сказать, что ты как лидер этой структуры, ты не будешь сильно относиться к каждой мелочевке. А когда уже конкуренция начинается, и ты видишь, что турист приходит, а не заходит в тот ресторан, а заходит в другой ресторан, ты уже находишь, ищешь людей, и вот эту недостачу, почему турист ходит туда, а не ко мне. И начинаешь исправлять эту ошибку. Если не исправишь, в этой сфере, я думаю, в Таджикистане тебя просто волки скушают. Это везде так. И вот вопрос еще заключался в том, что твои ожидания и то, что реально ты видел. О, Акарахим, я сейчас не буду говорить. 8 лет я каждый сейчас воздухом кайфую в Душанбе. Вот ожидания были ниже, чем то, что реально есть, или выше то, что... Не, было ниже. Да? Да, я думал, сейчас приду, это другой нет. Тут уже я хожу, смотрю, уже барбер, отношение людей другое. Школа, я был, кстати, в школу заходил, там вообще другое, все поменялось. Там ужесточили, даже каждого ребенка проверяют, не приходишь, нарушение, штрафы, это все, это очень радует. Смотрю на камеры. Ну, несмотря на камеры, нарушений много, конечно, машин много, и ездят, конечно, очень... Я бы сказал, я был в шоке, когда увидел этот транспорт. Тем более шофера, шофера, они более такие спокойные. Если ты вот так... Я вижу, как они подрезали, например, пару раз Бамазахурак, там он даже сигнал не нажал. Я бы точно сигнал бы нажал. А люди уже, по-моему, терпеливые стали. И по поводу ожидания, было ниже, и я вообще сейчас в шоке. От сервиса, я не про рестораны, вообще в общем, сервис банков поменялся. Я захожу очень культурно, все чисто. Вообще в шоке. В Нью-Йорке очень грязно.
Кто был в Манхэттене, в других местах, там очень грязно. В Нью-Йорке грязно. Я не замечаю эти минусы, конечно. Но в метро, например, очень грязно. В транспорт заходишь, очень грязно. А тут все чисто. Электромобили. Там на заправках вообще, где электромашины стоят, заправляются, вообще там очередь, все нормально, все нарисовано. Я не думал, что так за 8 лет Душанбе так сильно изменится. Я не был еще в других, в Кулябе не был, в Пянже не был, в Айни в своем родном не был. Вот у меня такой вопрос, опять-таки, как потребитель, вот, на твой взгляд, как потребитель, как лидер общественного мнения, что ты рекомендуешь, чтобы здесь готовили вот те блюда, которые не хватает здесь, то, что есть в Америке? Хотя бы 3 блюда, которые бы ты порекомендовал нашим коллегам, чтобы они готовили то, это или другое. Вам сейчас, по-моему, не хватает Макдональдса американского. Из изменений именно. KFC есть, но я думаю, KFC сейчас как бы лидер идет. Вот Своё какой именно вот фирменный, это. какие 3 блюда фирменные, которые американские, ты хотел бы увидеть в Таджикистане? Ой, у американцев я бы не сказал, что кухня есть такая. У них только вот эти стейки, бургеры. Ну, стейки я еще не ел, но, по-моему, лучше было бы привезти стейки разного вида. В Америке их очень много. Начиная с Что здесь есть, то, что нет в Америке? чай. Вот хорошего чая там нет. Да? Да. Ну, мы тебя не будем долго задерживать. Я знаю, что ты спешишь на футбол. Клуб. Да, Я, ты кстати, болельщик. фанат. Вот ты сейчас там открыл, я знаю, барбершоп или парикмахерский. Как у вас говорят, ты всегда это рекламируешь, парикмахерский. Такой последний личный вопрос. Насколько наши соотечественники за границей, в Америке, бизнес своих соотечественников поддерживает? Нет, не очень. Дело в том, что сейчас много ресторанов там нет, у нас есть пару Нет, ресторанов. вот ты занимаешься парикмахерским, вот, например, насколько вот ты как раз говорил о самаркандские ребята, кто-то открыл, что все идут там стричься. Они очень дружно люблю. А у вас, вот ты, открывая парикмахерский, ты почувствовал, насколько наши ребята идут к вам? Да. Они Поддержка мои, есть? они мои джигарики, гуфтиамчи. Они очень сильно поддержали меня, потому что я им помогаю, Акараим. Я чисто вот Аллах сам знает, я им реально помогаю, поэтому, скорее всего, они из-за того, что не могут дать денег, они чем-то хотят как бы сделать мне хорошо, сделать добро, ответить взаимно, они приходят в парикмахерскую. Плюс у нас парикмахерская не только парикмахерская, Акараим. Туда люди приходят не только стричься, они приходят, чтобы увидеть какого-то соотечественника, поговорить со мной, вопросы решить, какие-то вопросы, если есть. Или там что-то отправить, что-то... Ну, в основном это как бы офис таджиков, можно сказать, в Бруклине. И я смело могу сказать, что любой таджик, который туда приходил, он с пустой рукой или там, мы просто тупо его не отправляли. Мы старались всячески им помочь. Всячески. Ты сказал до этого, мы с тобой общались, ты сказал, я слежу за вашим подкастом, и мне было интересно. Я человек, если помнишь, мы об этом, когда во время локдауна ты мне говорил, что вы в будущем будете этим заниматься, я сказал, нет, это не мое, я не буду этим заниматься, я не профессионал в этом отрасли, именно в сфере медиа. И мы разговаривали об этом долго с тобой, мы, можно сказать, каждую ночь мы разговаривали через Clubhouse, между прочим, всем друзьям, с кем я познакомился с Clubhouse, всем привет, в конце до концов, Парижа мы видимся воочию, мы всегда по телефону были, ну, в чате сидели, в чате сидели, разговаривали. Что бы ты мог отдать вот подписчику, который напишет про тебя что-то, какое-то конструктивное предложение или совет, что ты готов ему отдать? Подарить. Да, какой-нибудь сувенир. Что я могу? Я подарю вам кепку оригинал. Пойдет кепку? Пойдет. Как ты оцениваешь наш контент? Вот ты посмотрел, что ты подумал, первый твой взгляд, и чтобы вместе в Кубе сделать, что бы ты пожелал нашему контенту и развитию нашему сервису? Я смотрю, у меня в канал есть в YouTube. В YouTube очень трудно набрать подписчиков. Именно в вашей сфере. Потому что ваша сфера это не только про гостиницы. Вы привлекаете инвесторов. Вы говорите о ресторанах. Вы говорите все это в открытую.
Любой человек, который будет смотреть ваш контент, он что-то возьмет по поводу ресторана и гостиницы, вот это все. А это кто у вас будет? Инвесторы? Я вот смотрю ваши вот истории ресторанов, да, истории, например, Бурак там у вас был, он очень тоже чисто говорил, чисто сердечно с вами общались. Но в основном у вас контент не все будут смотреть. Не, мы и на это рассчитывали, что мы хотим донести до тех, которым интересно. Мы не ожидаем там миллионы просмотры, но я буду рад все равно, если вы будете подписываться, если вы будете поддерживать. Это будет очень классно. Мы не говорим о политике, мы не говорим о каких-то там геополитике, о других странах. Мы говорим только о развитии нашего отечества, о развитии нашего отрасли, о поддержке наших малых предприятий. Вы обучаете, вы на вопросы отвечаете, это как бы идет обсуждение учителя с учеником, да, вот так, как школа. Я когда ваш подкаст смотрю, я что-то для себя беру. Ну, это, значит, школа. Поэтому, кто не любит, дети не любят школу, взрослые тоже. Я как ютубер и инстаграм, я вам тоже скажу, я вас очень сильно уважаю, вы знаете. И многие люди открывают подкасты, вот это YouTube и остальные именно для просмотров, про вот это все. А у вас я знаю, что вы не для просмотров, вы чтобы народ привлечь других. Вот это меня очень радует. И мы с вами давно говорили, я еще раз говорю, Акай Рахим, вы очень сильно вкладываете в развитие ресторанного бизнеса и гостиницы в Таджикистане, судя по вашему подкасту. До этого я не видел никого, кто бы так сильно старался привлечь инвесторов или рассказать побольше. И по вашим подкастам многие рестораны могут найти свои минусы. То есть, где не делать ошибки, где сделать ошибки. Кто-то хочет новый ресторан открыть, то они могут, я посоветую посмотреть Акай Рахима подкаст, YouTube channel, и там вы много чего узнаете. Так, что бы ты мог посоветовать? У вас очень классно подходит это все. Просто, знаете, чтобы вас держать на плаву, Акай Рахим, вам надо еще что-то параллельно под этим же каналом сделать другой канал. Например, пригласить каких-то блогеров известных. Я, например, я сейчас тут сижу, я не знаю, я думаю, сейчас я опозорюсь, потому что я не знаю ничего про ресторан. Я человек, который вот сейчас я чай выпил ваш, он вкусный. Я такой чай в Америке, например, не пил давно. Он очень вкусный. И вот эта чашка, пиалки, вот это все, оно привлекает. Еще давай, и буду пить. Вам, по-моему, надо еще один другой подкаст сделать и приглашать людей уже не... и задавать вопросы любого ракурса, с любым. Вот как Урзу Исоев, другие, например. На русском языке у нас таких нет, увы. Что ты пожелаешь нам? Я желаю вам успехов, Акай Рахим. Честно. Вот я вас и давно, я вот изначально, мы с вами уже давно как бы знакомы лет 5, и по словам Олима и других моих знакомых, ака вы изначально, я вас айвахто сим-сим знаю, вы реальный человек. Вот вы сказали, вы сделаете. Поэтому я желаю вашему подкасту 1 миллион подписчиков, и чтобы ваш подкаст приносил больше пользы таджикскому бизнесу, чтобы больше инвесторов сюда приходили. Всем большое спасибо. До свидания. Приезжайте в Америку в гости.